Омикрон уже поднял новую волну пандемии. Эту разновидность коронавируса выявили в более 60 регионах страны. В Ингушетии из 2000 исследований выявляется по 100 заболевших. Это на порядок выше, чем было еще несколько недель назад. Региональная система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности. В медицинских организациях развернуто 335 коек, в том числе детские койки. На стационарном лечении находится более 200 человек, на амбулаторном лечении находится почти 1400 человек. Проводится дистанционный мониторинг на обслуживание пациентов на дому, выезды на дому во всех медицинских организациях. При необходимости коечный фонд будет увеличен в соответствии с потребностями населения. Сейчас решается вопрос о введении ограничительных мероприятий в рамках плановой медицинской помощи и амбулаторной медицинской помощи. Это профосмотры, диспансеризация и так далее. То есть данная информация будет введена для населения дополнительно. В связи со сложной эпидобстановкой с понедельника учащиеся средних и высших учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Все сделано для того, чтобы снизить нагрузку на медиков, потому как новый штамм распространяется в 4 раза быстрее предыдущих. Все необходимое сейчас для оказания помощи как в стационарных условиях, так и в амбулаторных условиях в наличии имеется. Перебоев с поставками пока на сегодняшний день нет. В амбулаторных условиях оказывается также доставка лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтверждением новой коронавирусной инфекции. Для оказания помощи врачам решено задействовать волонтеров, ординаторов и старшекурсников медфака ИНГУ. По словам Амины Настаевой, количество стационарных больных уменьшается, а вот число амбулаторных, наоборот, растет. Нагрузка на первичное звено здравоохранения колоссальная. В медицинских организациях у нас усилены бригады, которые выезжают для амбулаторного оказания медицинской помощи. Усилены бригады службы скорой медицинской помощи, которые выезжают в ночное время и на экстренные вызова, в том числе по ковид, новой коронавирусной инфекции. Амбулаторные центры у нас работают с 8 до 8 вечера. После 8 вечера вызывают бригаду скорой медицинской помощи. Горячая линия тоже вновь мобилизована. Чтобы получить помощь и информацию по коронавирусу, достаточно набрать короткий номер 122. Специалисты будут фиксировать данные пациентов и их жалобы, организовывать оперативную маршрутизацию, куда граждане могут обращаться, и они будут переключены на амбулаторные ковидные центры по месту жительства. То есть это сделано для удобства населения, получения услуг населением. Единый номер 122, я повторю, для того, чтобы они могли обратиться и задать любой вопрос, касающийся новой коронавирусной инфекции. Будь то справочная информация, будь то вопрос вызова врача на дом, на наблюдение, открытие больничного листа и так далее. Сколько продлится особый режим, сейчас сказать сложно, но, по словам специалистов, подъем заболеваемости будет продолжаться еще несколько недель. Лишь после этого можно будет говорить об отмене ограничений. А пока с особым вниманием стоит относиться к своему здоровью. И вакцинация в этом вопросе остается самым эффективным способом предотвратить заражение или облегчить течение коронавируса. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.